Шарикович, мы совместно с главами субъектов Северного Кавказа разработали соответствующие, я бы сказал, такие навигаторы экономического развития. И, конечно же, и Республика Ингушетия также сделала это. Помню наши встречи, когда ситуация была непростой, и вы подробно докладывали о плане. Общими усилиями, с поддержкой нашего президента справились с этим. Уже в 10 раз она меньше, и это не может не радовать главу субъекта. Хотел бы, чтобы вы вначале рассказали именно о программе социально-экономического развития и о тех показателях эффективности, которые установлены для как раз Ингушетии. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Михаил Владимирович. Хотел бы, во-первых, отметить вашу поддержку личную и правительство в целом. Большинство показателей 2022 года республики оказались чем лучше, чем прогнозировали, даже для себя. Индекс промышленного производства составил 110 и более процентов. Это первое место СКФО, пятое в России. Сельское хозяйство 117 более процентов. Готовых с лицензией 16 школ и 9 детских садов. И у нас было около 2-3 тысяч малого и среднего бизнеса, но у нас теперь 5,5 тысяч. Мы увеличили, 2,5 раза. Мы увеличили в части водоотведения. Это огромный проект на 2 города и один поселок. У нас проходит водоотведение. Оно у нас уже начали мы строить его. Это 7 миллиардов и более. И сегодня у нас еще проект по водозабору Асинское, потому что, естественно, и вода тоже там проблемы. Также у нас проект теперь сделан, и экспертиза есть. В первую очередь, используйте все инструменты, которые есть, что вы и делаете. И хочу пожелать удачи, чтобы все программы достижения национальной цели развития, которые поставлены руководителем государства перед нами, были выполнены и в Республике Ингушетия. Спасибо, Михаил Владимирович. Я хотел бы вам сказать огромное спасибо за ту поддержку. В действительности мы руководствуемся указами президента и поручениями, но, естественно, ежедневно мониторим все ваши распоряжения, постановления. Спасибо вам огромное. Спасибо.